сегодня мы собрались по другому поводу, по поводу выставки Константина Васильевича Келиша и его коллеги господина Михайлова Василия Константиновича. Мы ее сегодня открываем. Продлится она на протяжении целого месяца. Всех приглашаем вас посетить ее и приглашаем, чтобы вы привлекли своих сотрудников, друзей, родственников, чтобы пришли и увидели нашу интересную выставку. В их картинах видна красота, благородство животного. Смотря на эти картины, на тенденции, которые у них прошли из одной картины в другую, можно заметить то благородство, та сила, которая есть в этих животных, в лошадях. Наверное, именно поэтому они отдали предпочтение именно этому животному. И каждый из нас с вами, кто смотрит на это, кто посещает их, должен замечать именно эти положительные тенденции, силу характера. Эта сила присуща всем нам с вами, всему нашему народу, наше упорство, наше трудолюбие, которое Константин Васильевич передали через свои картины. Должны мы с вами этим проникнуться и притворять свою жизнь. Я, глядя на их картины, все время приходит такая мысль, что в изобразительном искусстве Гагаузии наступает действительно эпоха Возрождения. С конем связана вся история гагаузов и всех народов, живущих здесь, на юге Республики Молдова, в частности у нас в Гагаузии. Для нас это не просто животное, это друг, это то существо величайшее, которое сопровождало наших предков и сегодня сопровождает, слава Богу, нашей жизни своей красотой, своим величием, могуществом. Мало кто так может передать лошадь. Я имею в виду в плане анатомии. Таких художников у нас, я не думаю, что в Молдавии есть. Я не видел еще. Есть, но не те. И поэтому с Костиком решили заняться этой живописью. Я по образованию закончил художественное образование. С Костиком мы учились в художественной школе в одном классе. Костик с детства рисовал лошадей. До сих пор мы были заняты, но сейчас, как мы немножко освободились от всех хлопот семейных, у нас больше появилось времени, и мы решили заняться этим. Мы вдвоем работаем с 2013 года. В 2013 году мы начали, в прошлом году мы выставили, сделали первую выставку, это наша вторая персональная выставка. Есть у нас еще задумки, есть эскизы, мы работаем. И посмотрим, как получится. Если сможем на следующий год, вновь выставимся, если нет, через год. Но тематику немножечко, тоже все будет с лошадьми, но немножко изменим. Немножко мы хотим чуть-чуть национального показать. Ну, вы знаете, эта выставка вообще так спонтанно получилась. Дело в том, что это время было зарезервировано для нашего директора художественной школы Дмитрия Дмитриевича Рибакан, который живет на Украине, но возникли проблемы с вывозом картин его. Дело в том, что нашей художественной школе Чадарлонской в этом году исполняется 45 лет. И чтобы заполнить вот этот промежуток, попросили нас, и мы с другом выставили свои картины. Здесь есть работ 6-8, которые были на прошлой выставке, остальные работы этого года и конца прошлого. Получается, здесь больше работ, которые выполнены в течение 1,5 лет. Ну, я надеюсь, знают, что я не только люблю лошадей, я выращиваю лошадей, работаю там уже, слава богу, очень много лет. Знаю лошадей с их рождения до преклонного возраста. И вот это основные герои наших картин.